вопросы. Так, вот, наверное, так мы установим, что вопросы сейчас задаем, а потом после этого выступления. Согласны? А вопросы, пожалуйста. Ой. Это у вас с учетом частного сектора или без? Что? Заготовка молока, да? Вообще все данные. Да? С учетом. Все, Бартак. Сейчас. А раздельный счет есть, да? А? Раздельный счет вам, да? Есть. А можно его озвучить? И какой процент участники Раздельный счет занимает? По заготовке, да? Или по молоку? Нет, в Молоко, целом. по молоку. Ну, все молоко. По молоку, да? Одному, пожалуйста, давайте. А молоко. Натуральных цифр скажите, пожалуйста. Сколько? Процентов сказали. Надо сравнить. Большая часть. Так, если говорить о натуральных цифрах, из 218 тысяч голов крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах стоит 126 тысяч голов. По коровам из 74 тысяч в личных подсобных хозяйствах 40 тысяч. По лошадям из 240 94 тысячи. По лошадям немножко структура другая. Здесь у нас главенствует ИПК. Если брать по молоку, валовый надой молока, из надоенных на 1 октября 126 тысяч тонн, на ЛПХ приходится 66. А на одну корову сколько приходится? На одну корову, сейчас пока предварительно сложно сказать, но динамика идет чуть больше. У нас молоко идет с динамикой 100,2%. Значит, средний удой сильно не поменяется и будет в районе 2200-2250 на корову. Ну, примерно на уровне держится. Я не помню, чтобы колебалось сильно за последние годы, между 2100-2200. От одной фуражной коровы самый большой надой в каком районе? Самый большой надой, ну, очень много было вопросов, правда это или нет, но контрольная дойка проведена в ООО «Амфордах» Вилюйского УЛУСа. 5000, насколько я помню. Да, 5000 на одну гору, одну фражную корову. Герой труда. Это отдельно. Начал герой труда. В среднем по республике сколько надо? 2200. 2200. Если вообще в среднем пополам. А среди улусов кто больше надоит? Среди улусов, если брать сейчас динамику по надою, то среди улусов самые большие, ну, в рост у нас идут по молоку Алдан, в рост у нас идет Амгар. Нет, вы мне цифры скажите. Точные цифры, да, рост у вас относительный. Поскольку это вы сравниваете с ближайшими нехарактерными годами. Надо сравнивать, значит, именно с наивысших показателей, значит, по республике, то есть 90-й год. И вообще вот я вот попутно скажу, что до недавнего времени вы статистику по нашему совету или там подключение общественной палаты делали в динамике с 90-х годов ежегодно. А тут в последнее время как-то вы с 18-м годом, когда все упало, вместе с этим сравниваете, это не совсем, значит, объективный показатель. Поэтому ну, с ростом не надо, мне абсолютную цифру скажите. Ну, вот эта таблица, которую мы вели с 91-го года, она составляется только по итогам года, поэтому по итогам 2023 года мы только сможем... По итогам года я говорю, вы перешли на 18-й год, а не 90-й год. Уточниться можно, да? По цифрам у нас. Поэтому я с министром встречался в субботу, 2 часа мы по всем этим проблемам по республике и по Арктике говорили, тем более на концепции разрабатывается. И мы посоветовали, я от имени общественной палаты, вернуться, значит, наилучшим показателем в республике по сельскому хозяйству, это 90-й год, с тем, чтобы мотивировать, значит, товаропроизводителей и в том числе и глав администрации, которые сегодня отошли от этого дела. Можно уточниться, да, по данным? Оленевод спрашивает. Да вы не сказали, молодой человек. Какой УЛУС, значит, самое большое количество надоев? Ну, больше молока. Николай Николаевич, Самый большой, вообще, в целом, если брать УЛУС
среди улусов воловку. Самые крупные улусы это у нас Мегино-Кангаласский, 14 тысяч тонн. И С одной фуражи я еще раз. с одной фуражки у нас больше всего давали всегда Алехма, давали Амга. Цифры не скажу, сразу говорю. Давали Хангаласский и в последнее время подтягивается Альянс. Самый большой показатель Сунтарский улус, потом мой родной, вот несколько лет назад, значит, удивительно, на полюсе холода надоили 200, сколько, 600 килограмм на втором месте выходили. Это по вашим данным анализ. Можно Уточним еще погоду. еще вопрос. Погоду Это серьезный показатель. Надо Можно уточнить, Вопрос по статистике, по молоку. Уточниться хочу. Третий раз пытаюсь говорить. Не слышно. Я по оленеводству хотела уточнить участников какой процент. Только 1%. А почему? Наша организованная И коровы, Все равно? Все равно? Я не Боже, форма хозяйственная муниципальная, муниципально-унитарная. И это... Частной собственности у нас на Береги вообще 6%. Тухтамылары питемді. Сейчас туттуларын көмшелен олары по отношению к КРС. КРС калтауны қасқыренемені. Бейті бірену. Бейнемен не полуқтақ болады. Почему? У нас же говорим частной и коллективной частной собственности. У нас содержится 76% поголовья. А муниципальной у нас 24%. Чисто государственной собственности у нас нет. Муниципальный нет, Муниципальной 24%. Репетировали. Вот это очень бит Частное подсобное хозяйство населения. Вот это 3000, это 1%. Это родовые общины? Нет, это частные лица. Практически все родовые общины у нас сначала КРО, а потом ИП. ИП или какие-то либо предприятия в ЛПХ, в личных подсобных хозяйствах, всего 2000 голов. По родовым общинам у вас ничего нету, поддержки? Ну почему? Всю поддержку, в том числе и 5000 на оленя КРО получают. Нет, методика, это а так в отношении базы, базовые тоқтарады. Хамнастарын тоқ родовой общинага бейінный, үсті, табалақ родовойдар, хамнаға ұлар тоқтара ғо. Тоққа кетбәттер, стандартқа кетбәттер, оны хеге көреді хатаға бөтәтті. Ити хамай ұлған бейі тоқпыт ауғаспыт ауыздар. Так, у меня вопрос опять-таки по молоку хочу вернуться. По личным подсобным хозяйствам и организованным формам хозяйства. Когда дай. Но если брать, пойдем по частям, сельхозорганизации 22 тысячи, а удельный вес? Сельскохозяйственные кооперативы и предприятия надоили на 1 октября 22 тысячи тонн, это 17%. А крестьянско-фермерские хозяйства надоили 38 тысяч тонн, это 30%. Итого организованные формы хозяйства. Вместе организованные формы хозяйственные 22 плюс 38, 60 против 66 в ЛПХ. 66 это... 66 это личные подсобные хозяйства, все формы в совокупности 60. Получается 60 это 40% получается? Грубо говоря, 49 на 50. 49 на 51. У вас Алдан с учетом подсобных хозяйств идет или как? Алдан идет рост, нет, Алдан почему последний год начал давать прирост, потому что с учетом указа главы о развитии города Алдан, Алдан город трудовой славы еще звание получил, в Екаките и в Томоте реализуется два больших проекта. В этом году в Екаките построили большой животноводческий комплекс. И в следующем году будет строиться в Томоте. Будем заводить туда скот не менее 250 голов, но пока вопрос из какого времени.